Здравствуйте, уважаемые телезрители! Нашей сегодняшней героине всего 12 лет, но в столь юном возрасте она успела уже многое. Так, весной этого года на международном музыкально-инструментальном конкурсе «Восходящие звезды» в Риге она сумела завоевать гран-при. Ну а на международном конкурсе в Израиле «Музыка мира» стала лауреатом первой степени. Сегодня мы хотим поближе познакомить вас с юной скрипачкой Марией Эмилией Тарзян-Хагба. Эмилия занимается музыкой с самого раннего детства, и это совсем не удивительно, ведь в ее семье все музыканты. Уже какое-то время Эмилия играет в оркестре, дирижером которого является ее отец, заслуженный артист Абхазии Давид Тарзян. Там же играет на арфе ее мама Елена Хагба. Сегодня мы имеем возможность понаблюдать за репетицией музыкантов. Эмилия, с самого детства, да, ты занимаешься музыкой? Наверное, все-таки влияли родители, да? Или как это произошло, как ты начала? Да, на меня влияли мои родители и педагоги. Естественно, мой папа все время вмешивался. А также я мотивировала себя различными выдающимися скрипачами, их видеозаписями. Папа их показывал, и я сама тоже включала. Там Михаил Казиник, Каро Арапетян, Леонид Коган. Все эти выдающиеся скрипачи, я слушала их видеозаписи, мотивировала себя и говорила, что мне нужно так научиться играть. Ольга Георгиевна – мой первый педагог по скрипке. Она и сейчас меня ведет, и через год будет преподавать мне в Государственном музыкальном училище имени Чичба. Также последние полгода со мной занимается еще один педагог – Арташ Ваганович Тарзян. Он сейчас живет в Греции, но раньше он жил в Сухуми, преподавал в музучилище и играл у нас. А скажи, вот если он живет в Греции, ты здесь, как это? Ты к нему ездила или он к тебе? Нет, мы, вот когда мне надо было играть на параде концертов, мы каждый вечер созванивались по скайпу, и он меня направлял, говорил мне, как правильно заниматься, давал новые советы. Получается, какие-то компьютерные технологии помогли тебе в учебе, да? Да. Неживое общение. Вот есть какая-то Неживое разница? общение. Ну, конечно, есть разница, там звуки искажаются, некоторых моих дефектов педагог не слышит, и я сама могу их не замечать, но все равно есть от этого большой результат. Я сама это чувствую. А вот где ты его ощутила, этот результат, как тебе кажется? Я его ощутила во время занятий, так как он помог мне ощутить вес руки, правой руки, и я почувствовала, как звук стал мощнее. Скрипка прям раскрылась. Со 2 по 6 класс я участвовала в республиканском конкурсе имени Алексея Чичба, который проходил в музучилище. А после чего в этом году состоялись 2 международных конкурса. Один проводился в Латвии, в городе Рига, а другой в Израиле, в городе Иерусалим. Я хотела бы выделить мой самый первый международный конкурс, так как там я получила очень много новых эмоций, и я поняла, каково это быть скрипачкой, которая участвует в зарубежных конкурсах. И каково это, Эмилия? Что ты ощущала на сцене, когда играла? Ну, помимо того, что выступаешь, то есть там еще не только выступаешь, еще слушаешь других, учишься, сравниваешь.
общаешься с музыкантами, как молодыми, так и выдающимися опытными, да, исполнителями. Но когда первый раз играешь на международном конкурсе, конечно, это очень волнительно, потому что ты представляешь свою страну, несколько тысяч человек болеют за тебя, волнуются, и ты не должна позорить свою гордую независимую страну. Должна показать, что в такой стране тоже есть какие-то таланты. Мне всегда хотелось, чтобы из Абхазии за границу выезжали еще талантливые дети какие-нибудь и показывали, сколько здесь талантливых деток в Абхазии. А что ты ощутила в тот момент, когда тебе сказали, что вот ты выиграла гран-при, или ты стала лауреатом первой степени? Что это за ощущение? Для меня это было очень неожиданно, просто буря эмоций, адреналин. Во-первых, мой папа очень нервничал сначала, он сначала не поверил, что я завоевала гран-при, это на первом международном конкурсе. И мы весь вечер думали, как так? Первый раз уже гран-при. Да, и, в общем, Михаил Семенович нам заранее сказал. Я очень сильно обрадовалась и удивилась, что так в первый раз и уже гран-при. Я обрадовалась за то, что я не опозорила свою гордую страну, что я обрадовала своих родных и близких, своих друзей. В классе у меня практически нет музыкантов. И они меня очень хорошо встретили, они подарили мне шарики, различные подарки, цветы, букеты цветов и поздравили. Мне было очень приятно, я очень им благодарна за это. Я родилась в Мексике, в городе Акапулько-де-Хуарес, штат Герреро. Когда я переехала, мне было 4 года. Здесь мы живем уже, получается, 8 лет. И я очень смутно помнила те места, в которых мы очень часто гуляли всей семьей. И вот зимой мы поехали туда. Летели мы 10 часов. Полет был очень сложным, его сложно было переносить. В самолете было очень холодно, но когда мы приземлились, мы вышли, и было очень жарко. Несмотря на то, что на дворе был декабрь. Где-то градусов 40 точно было. То есть в Акапулько нет времен года. Круглый год там лето. Никто не носит ни куртки, ничего там такого не продают. Там только открытая одежда. Ну, конечно, есть очень много различных достопримечательностей. И когда я приехала в тот край, вот в этот штат Герреро, где я жила, я сразу все вспомнила. Я вспомнила, где я с бабушкой гуляла, в каких местах мы были, в каких ресторанах сидели. Я сразу все вспомнила, и мне стало так приятно, стало тепло на душе, даже теплее, чем в самом Акапулько. Насколько мне было приятно, что я наконец-то побывала на своей родине, в своем родном краю, увидела своих родных и близких. Там живет мой дядя, а также живут мои бабушка и дедушка со стороны папы. Я их увидела спустя много лет. Мне было очень приятно. Я знаю, что когда в Абхазию, в филармонию по приглашению художественного руководителя и руководства филармонии приехал Михаил Казиник, ты была на встрече, да? И я даже знаю, что ты была на мастер-классе, который он давал для детей, занимающихся музыкой. Вот что тебе дало знакомство с ним? При встрече с Михаилом Казиником в декабре прошлого года он вселил в меня веру в себя. Мне было очень приятно с ним заниматься. Я получила новые советы от него. Во второй раз мы с ним встретились в Израиле, в городе Иерусалим. Также он меня там
подбадривал, направлял меня, опять же давал мне новые советы и говорил мне, как не волноваться, как подготовиться психологически к выступлению. И какие он тебе давал совет? Вот как не волноваться музыканту, артисту на сцене? Что-то ты помнишь, что он говорил? Я это помню, да. Он сказал мне, что нужно психологически настроиться, что я уже была на одном международном конкурсе, и на этом международном конкурсе мне должно быть намного легче играть, тем более здесь не так много участников, как на том конкурсе, хоть и 80 человек это не так уж мало, но все же. И с ним так настолько приятно разговаривать, что ты сам не замечаешь, как психологически настраиваешься во время разговора с этим человеком. Играть в оркестре я начала совсем недавно, и для меня это новый опыт игры на скрипке, так как здесь я не солирую. Здесь я частичка большого целого организма. Здесь я чувствую себя гораздо спокойнее, чем когда исполняю соло, потому что чувствуется поддержка со всех сторон. Скажи, пожалуйста, но спокойнее, но нет. Вот в чем разница, по-твоему? Вот если объяснить это с точки зрения музыки и ощущений, и волнения. Волнение намного меньше, чем когда я исполняю соло, потому что понимаешь, что если ты ошибешься, то тебя поддержит там первый пульт, и это будет незаметно. Если, конечно, штрихи не перепутаешь. А получается, что в оркестре играть легче? Да, в оркестре играть гораздо легче, и там просто нужно учить партии и смотреть на дирижера. Это очень интересно, потому что каждая партия — это новые эмоции, новый образ, новое настроение. А как ты думаешь, когда дирижер твой отец, это сложнее или легче? Вот если честно, я не знаю, как бывает по-другому, поэтому сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны, это легко, потому что дома он со мной занимается, дает мне те советы, которые не может дать другим детям и другим людям. Вот. А с другой стороны, это сложно, потому что с тебя требования больше. Все-таки папа. С оркестром ты пока на правах стажера или ты уже на сцене перед публикой выступаешь вместе с ними? Я просто пока захотела ходить летом в оркестр, и чтобы в Пицунду каждый четверг ездить и там выступать. Вот была недавно премьера, вот в четверг, и я там выступала, сидела в оркестре. А как музыкант ты же зарабатывала денежку? Было такое же? Да, первый раз. Я точно знаю, что мое будущее будет связано со скрипкой, но буду ли я солисткой или оркестрантом, пока еще неизвестно. Пока что я еще не решила. Но главное, что это будет связано со скрипкой. А скажи, пожалуйста, почему скрипка? Ведь так много музыкальных инструментов других. Как ты считаешь, почему скрипка? Можно сказать, что я сама выбрала этот инструмент, потому что мне нравился его вид, его звучание, и родители были за.
так как мой папа скрипач. А вот скажи, влияние папы, влияние мамы, арфистки, вот насколько оно сильно на тебе сказывается? На мне очень сильно сказывается это влияние, потому что я выросла в семье музыкантов, и я могу уже с родителями общаться не так, как с членами семьи, а еще как с коллегами, делиться различными советами, обмениваться мнениями. А когда, например, у тебя что-то не получается, они тебя критикуют? Ну, мама не критикует, но папа частично может меня критиковать, но я понимаю, что он это делает только для того, чтобы я больше занималась, чтобы я лучше играла, просто он хочет, чтобы я стала выше уровня. Кто твои кумиры в музыке? В области классической музыки у меня много кумиров. Максим Венгеров, Карл Айрапетян, Михаил Казиник, Леонид Коган, Перельман. А не так давно я начала увлекаться корейской поп-музыкой. Мне просто подруга рассказала, что она тоже этим увлекается. Я решила попробовать, чтобы как-то развлечь себя, и я поняла, что мне это очень понравилось, и я каждый день ее слушаю. Мне очень нравится, и в этой области у меня тоже есть свои кумиры. А скажи, папа и музыканты классические не против таких направлений? Что они говорят? Ну, моя мама, конечно, к этому спокойно относится, потому что это молодежное увлечение. Мой папа тоже к этому относится спокойно, но не так спокойно, как мама, потому что в этой группе находятся парни, да, и поэтому мой папа немножко их как-то, ну, ему не нравится, в общем, то, что я этим увлекаюсь. Расскажи, а какие у тебя есть увлечения вне музыки? Чем ты интересуешься, что тебе нравится? Вне музыки я очень люблю читать книги, увлекаюсь рисованием, пробую писать рассказы, Даже так. да, а также пытаюсь печь кулинарные изделия. Это откуда? Просто любишь что-то вкусное? Просто, да, я попробовала так испечь один раз и поняла, что у меня к этому талант, и теперь пробую. И что ты уже пекла, например? Я делала очень много разных тортов. Я делала кексы, различные маффины, и у меня это очень неплохо получалось. Я хотела бы выделить «Кантабиле» Паганини, который я играла в Израиле, в городе Иерусалим. В этом произведении очень много эмоций можно проявить. Это произведение очень музыкальное. Оно пронизано глубоким смыслом, и его нельзя играть просто так. Также я очень люблю играть музыку Моцарта, потому что в основном она такая легкая, веселая, но там нужен четкий ритм, потому что это Моцарт.
Вот таким было наше знакомство с юной скрипачкой Марией Эмилией Терзиан Хагба. Как вы уже поняли, она уже твердо определилась со своей будущей профессией. Мы желаем ей новых высот в музыке и неиссякаемого вдохновения. До новых встреч в эфире!